Нефтекамск – четвертый по численности населения город в Башкортостане. Находится на северо-западе республики, в 220 километрах от Уфы. В Нефтекамске есть филиал Башкирского государственного университета, 4 колледжа, коррекционная школа-интернат, 15 общеобразовательных школ, 35 детских садов, 2 гимназии и лицей. С недавнего времени еще и полилингвальная многопрофильная школа-интернат с углубленным изучением татарского языка. Назвали ее «Белем». Здание, в котором расположилась школа «Белем», построили в 1960 году. Изначально там была школа-интернат. В 2013-м ее закрыли. 7 лет помещениям не могли найти применение. Реконструировать их под полилингвальную школу поручил глава Башкортостана Ради Хабиров во время одного из визитов в Нефтекамск в 2019 году. В январе 2021-го в полилингвальной школе, можно сказать, новоселье. Наверное, поярче будет 162-й. Она яркая. Да, да. Белем, да, называется? Да. Белем. А так вот она простаивала, да? Это Вы практически все ободрали, да? Только стену, наверное, оставили и перекрытие. Ну, как раз остался. наша школа это была государственная, для коррекционной. Практически вот из- Одна из первых нефтекамских 60-х годов постройки. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, рассказывайте. Значит, у нас полинвальная школа. В этом школе у нас красивое оформление мы сделали, патриотическое воспитание. Дальше пройдемте. Насколько учащихся? Учащихся здесь у нас получается первый корпус, 250 человек, вообще в целом будет 500. Ну, здесь у нас 300 могут поместиться, потом второй корпус, когда достроится, мы часть получаем. А второй корпус, он тоже учебный будет, что ли? Или- И учебный, и учебный, и интернат. все соединено между собой будет еще теплым переходом со спортзалом. Ну, вы уже готовы принимать сейчас, да? Да, готовы. Когда вы принимаете? Мы ориентируемся в начале февраля, через неделю. Здесь у нас получается интерактивная панель. На панели могут дети посмотреть уроки, какие-то расписание свое, например. Могут перейти, скажем, историю посмотреть, фотографии. Вот, например, как было. Это вот было, да? Да, было. Ага. Сколько лет стояла она? 7 лет. 7 лет. 7 лет стояла. Ну, довольны, нет? Ага. Сейчас с детьми разговаривали, которые уже зачислены. Они сидят там прямо, ну, глаза вот такие. Да. Мы обратно, говорит, в свою школу не вернемся. Здравствуйте. Алякан. Это учительская, да, вот получается, да? Да. Но я думаю, те учительские, которые были раньше, это ничего общего. А вот меня интересует лингвистическая подготовка. Учителей английского языка как набрали? Набрали. Татарского языка набрали? Набрали. То есть, да? Башкирского языка тоже, наверное, есть, да? Ага. А помимо английского языка, иностранного языка, еще будете что-то? Смотрите, сейчас у нас есть немецкий язык. Мы рассчитываем на китайский язык, но его, так как у нас город маленький, все-таки преподаватель трудно найти. Но на ДОП мы нашли. Мне кажется, все-таки вот как массовый это английский, немецкий, да? Так, вот, ну, где-то французский, может быть, ну, чтобы там с европейским. Ну и, конечно, чтобы ваши выходили отсюда, ребята, и уже свободно говорили на... Мы на это ориентируемся. Можете обеспечить? А лингофонные кабинеты нормально есть? А, есть, да? Все покажем. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Аликан. Ну как, нравится в этой школе? Нравится? Будете учиться здесь? Хорошо. А здесь что у вас сейчас пока идет? Это кабинет начальных классов. У нас урок математики вот такие. Здесь у нас комплект оборудования, весовые измерения. На всех хватает. Вот дети учатся вот взвешивать. Это римские весы, чашечные весы, где 1 кубик равен 10 пластинам. И здесь одна гиря равна 10 кубикам. Это у нас равноплечие весы. Это пружинные весы. А это взвесить более тяжелые предметы в килограммах. И дети в результате они научатся сравнивать, взвешивать и собирать вот чашечные весы. А для детей, вот я смотрю, вы продумали, форма какая-то будет, да? Да, форма будет, мы просто не хотели напрягать родителей. Нет, ни в коем случае. Вот ни в коем случае родителей напрягать нельзя.
но все равно какой-то вот стиль, да, белый верх, вот у девочек я вижу, да, и там черная там юбочка, ну, темная юбочка, а у ребят вот какая-то вот так. Но напрягать нельзя. Только по желанию и так далее. Потом сами, когда подойдут, может быть, найдете, где не так дорого шьют. Сейчас так и пошли. Поэтому здесь надо очень внимательно. Еще хотел показать вот эту проблематику учителей. Мы ставили такие интересные шкафы. Это для детей. Здесь хранится, это персонально будет, да? Персонально, каждый 25 человек мы рассчитывали. Здесь интересно у нас много всяких шкафов. И даже вот здесь вот, все время проблема была хранения лыж. Можно будет вот здесь вот дети. Вот они со своими чем-то, если придут, да? Даже положить сюда. Вот. То есть это встроенные шкафы на каждом кабинете у нас есть. Вот у нас еще один кабинет начальных классов. Здравствуйте. Аликен. Вы находитесь в кабинете начальной школы, данный кабинет для второго класса, он полностью современно оборудован, интерактивная панель. На данный момент у ребят на столах комплект тоже лабораторного оборудования. Мы решили с ними провести опыт, чтобы ответить на вопрос, какой тип почвы пропускает быстрее всего воду. Давайте, ребята, возьмите мензурки, залейте и внимательно наблюдайте. Так, заливайте. Я вот гляжу, что мальчиков у вас мало. Ну, так получилось. Ну Так ничего. вот, заливайте одну, теперь вторую. И теперь, ребята, наблюдайте. Итак, я повторяю вопрос. Через какой тип почвы быстрее всего просачивается вода? Что вы можете сказать? Пожалуйста, что ты к какому выводу пришла? Я пришла к выводу, что быстрее через камни У тебя прошла. А у тебя как получилось? Я быстрее прошла через камни. Я еще один вопрос задам. А почему через камни быстрее всего проходит вода? Потому что там остаются они Неплохо. Да, конечно, они друг к другу плотно не прилегают, так ведь? Ты согласна с этим? Да. Камни плотно прилегают, у них остаются щели, и вода через них посыпается. 25. Вот Спасибо. из комплекта для фильтрации воды. Спасибо. Спасибо, ребят. Хорошего учебного. Здесь у нас медицинский блок. Это кабинет врача. Здесь можно слух проверять. А врач есть? Ну, приходящий, наверное. Врачи приходящие, да, мы пока подали заявку, чтобы обеспечить с врачами. Вот такой тоже яркий, светлый, с хорошими столами, с хорошим оборудованием. Пройдите вот на второй этаж. Здесь у нас гордость нашего. Да. Это маленький аквариум. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас здесь много оборудования различного. Мы подготовились к соревнованиям WorldSkills, поэтому по инфраструктурному листу, какое должно быть, международного уровня оборудование мы закупили. Здесь есть фотооборудование, есть роботы различные, планшеты, коптеры. Всякие, да, коптеры даже есть. То есть все полностью оснащено. Здесь вот пример. Мы работаем с сетевым взаимодействием вместе с технопарком и преподаватели, которые сейчас параллельно. И у нас будут работать. Они вот вам покажут. И 3D принтер есть, да? Сейчас расскажут вам все интересно. Добрый день. У нас здесь представлен сканер, позволяющий сканировать с точностью 0,01 мм, после чего можем либо сразу его напечатать на 3D принтере, либо, внеся нужные нам изменения, создать уже готовую модель и уже пустить в производство. Также здесь, соответственно, представлен фотополимерный принтер. При создании модели он, во-первых, делает очень ее точную и, соответственно, очень прочную. То есть, если мы напечатаем, допустим, какую-то сломавшуюся шестеренку, то она прослужит дольше, чем все устройство, потому что, прочность очень высокая. Также последней модели принтер E2 версия, его фишка в том, что он печатает одновременно с двумя экструдерами. То есть мы можем печатать либо две детали рядышком разными пластиками, либо печатать одну двумя экструдерами, что, в принципе, уменьшает время печати в 2 раза и получается достаточно качественно. Алексей, помните, мы год назад СМИТ открывали с вами? Да. Вот вас сканировали, вот, собственно, с прошлого года стоит. Она у нас теперь в памяти, мы в любом размере, собственно, можем вас... Все это могут делать теперь здесь наши дети, в том числе в школе. Не обязательно ехать действительно, вот прям... Спасибо. Это не я так понимаю. Да, конечно.
А вот вы учитель в школе или вы как? Я преподаватель в технопарке, также я, соответственно, являюсь сотрудником ЦМИТа города Вот Нефтекамска. понятно. Ага, Да, то все-таки есть мы много где были, также мы с вами уже встречались на Олимпиаде НТИ в Уфе, когда приезжали с Москвы. Очень полезно, что у нас появилась такая возможность и такое оборудование. Тем самым можем вывести ребят на уровень не только республики, России и мира. То есть данная установка позволяет участвовать в WorldSkills юниоры, а впоследствии, если ребята научатся этим пользоваться аппаратами, то есть здесь стоят промышленные сервоприводы, это не игрушка. То есть если мы говорим, что они здесь изучают это в малом масштабе, то есть используя те же технологии, те же программы, те же алгоритмы, это меняется сервоприводы на 10 раз больше, и мы уже делаем промышленное оборудование. То есть они уже будут конкурентоспособны на уровне страны. То есть у нас будут ребята и участвовать и в конкурсах, и впоследствии будут как специалисты квалифицированы. Роботов очень много у нас здесь интересных, тоже двигаются, и они их программируют сам. Сам сделал, да, это что? Сам сделал? Да. А что он делает? Мы с ним делали, они дерутся. Главное, стоп на сумоист. Что делает? Сумоисты роботы. А, сумоист? А можете показать? Ну-ка, давайте. То есть он через программу настраивает задачи для робота, что нужно сделать. Вот выталкивает, да? А этот его... Я тоже покажу, только у меня не сумоист, по кнопкам запрограммирован. Попробуйте вот нажать на любую кнопку из этих. Он будет выполнять определенные действия. Он выражает эмоции, ему может что-то не нравится, может что-то нравится. Ну тебе нравится здесь вот? Да. Нравится, да? То есть Я еще игру хотела показать. показывай. Можно будет? Покажу. Сейчас. Отойдите чуть-чуть, пожалуйста. Вот все. Здесь программа закончилась. Теперь Ну пойдем показывай свою игру. я игру покажу. Я по типу одной игры сделал свою. Многие спайты я взял из интернета. Здесь вот этот вот кубик, он перепрыгивает через шипы при нажатии пробел. Вот, один из уровней. Прыжок. Прыжок, прыжок. От простого к сложному. Да, я понял. То есть Ага, это да, да. самый- Ага. Но я пока планирую дальше делать уровни. Пока их только 2. И этот маленький, потому что у меня не хватало времени, мало времени было. В каком классе ты учишься? В 5. В 5, да? Вот. Молодец. Тоже наш чемпион. Они занимаются уже видеомонтажом. Скажите? Да, у нас здесь значит, ребята, которые участвуют уже не первый год в международном чемпионате регионального этапа WorldSkills, который проходит у нас в республике. И ребята, вот Кирилл и Данил у нас из основной группы, а значит, Рома у нас юниор, и вот в этом году мы заняли бронзовую, значит, медаль и будем участвовать, слава богу, на отборочном нацфинале в Уфе. У нас в следующем году, знаете, да, у нас будет финал WorldSkills, так что это надо готовиться. Здесь ребята одновременно занимаются и видеосъемкой, и сценарной работой, ну и, конечно же, большое внимание уделяем монтажу. Присмотрим себе специалистов, Райфарид. Вот, в общем, есть куда стремиться. Благодаря вот этому оборудованию мы сейчас реально сможем, ну, я думаю, составить хорошую конкуренцию на республике. Давайте. Здесь наша Анна Александровна, они занимаются уже компьютерной графикой. Скажите, пожалуйста. Третий год мы участвуем в WorldSkills в региональном этапе. Всегда мы занимаем призовые места. Этот год для нас не исключение. И девочки, мои воспитанницы Харулина Альбина, Талипова Элина заняли 2 и 3 места. Нас пригласили тоже на отборочный тур на российский этап. Сейчас, в данный момент, они занимаются в векторной программе, создают фирменный стиль для фирмы, которая занимается башкирским туризмом. Можете посмотреть? Да. Карточку еще. Райфарид, если вы эту открытку подпишете, она попадет всем ученикам, которые сегодня у нас здесь поступают, и он необходимо подписать в электронном виде вот на этом планшете. Этот планшет также помогает детям, собственно, заниматься и детализировать свои работы. Вот так. Ну, собственно, вот дети на них работают, видите, то есть используют для дорисовки деталей.
Ну, вот один из самых таких вот насыщенных, вот я вижу, подобного рода классов. Везде мы поставили 3D-принтеры, они печатают медленно, поэтому мы каждому поставили, чтобы каждый успел это сделать. Начинает конкуренция возникать. Спасибо, ребят, удачи. Спасибо, до свидания. Радфрич, хорошее поколение растет. Да, это вот поколение, оно нам еще жару даст и фору нам даст еще. Класс робототехники. Здесь тоже уникальное оборудование. Дети сами собирают и могут программировать. То есть здесь одни из детей собрали пылесос, который вокруг себя очищает территорию. Машинки можно собирать. То есть Что, ребята, нравится в этой школе? Да. Нравится? С удовольствием будете учиться? Да. На отлично будете учиться, на пятерке? Вот молодцы. Молодцы. Вот мы специально для вас такую школу хорошую построили, но от вас учеба на пятерке. Договорились? Спасибо. Давайте, ребята, давайте. И спортом занимаетесь? Спортом занимаетесь, нет? Да. А чем занимаешься? Я на поле. Борьбой занимаешься? Серьезно? Свой человек. Да, молодец. Давай. И все же, позвольте задам вопрос, ведь важно, что мы создаем условия для таких ребят. Да, конечно. И, ну вот мы пошли по пути развития сети полилингвальных школ, потому что вот именно эти школы, они будут воспитывать, скажем, будущее нашей республики. Отсюда выйдут люди, владеющие языками, родными языками, иностранными языками, владеющие новыми навыками. Поэтому мы для себя приняли, у нас принцип, если мы где-то очень долго, после долгих обсуждений принимаем решение формирования полилингвальной школы, мы договариваемся, это должна быть очень хорошая материальная база. Вот поэтому здесь такое мы приняли решение. Второе, одна смена. Учатся в одну смену. Третье, сильный педагогический коллектив. Спасибо. собственно, граффити. Самосос. Здесь математика. Математика идет, да? На данный момент мы проходим кандидатскую плоскость. Нравится здесь школа? Да, очень нормально, нравится. Да? Да. Все условия есть? Да, все условия есть. Очень хороший кабинет, оснащен, доска, компьютер, все есть. Ну, дай бог. Да, Спасибо большое. вам Спасибо. большое. Поздравляю вас с началом Спасибо. работы здесь. Вас тоже поздравляю. Учитесь хорошо. Здесь у нас дальше по оснащению идет интерактивные кубы. Они у нас вращаются, тоже такая интересная вещь. Дети могут у нас заниматься, активничать, в общем. Это у нас плакат о количестве языков. Сколько говорит. Этот как раз посвящен 7 чудес по Башкирии. Это лингофон. Здравствуйте. Нет лингофона башкирского языка. Рахмет. Шундай заманса техникамен қазандырылған кабинетте балаларды тілге үйрету үшін бик шарттар тудырылған. Біздің интерактив тақталар күрәлегез оңайлы лингофон аппаратуралар укытусы менен укуучулар арасында бәйләнеш булдырыла. Буна укытусы үзенең эш өстәлендә биз балаларды карап Балалар ошаймы? Укшай, бик укшай. Олар текстты тыңлайдар, кабатлайдар, үзләренең тавыштарын яздыралар, унан үзләрен дә тыңлайдар. Бу бик кызыклы булар өчен. Яра, нашла бы. Очень хорошо оснащен тоже кабинет. Здравствуйте. 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 Это тоже вот. Рассказывайте ваш кабинет. Для проведения урока биологии кабинет оснащен самым современным оборудованием. Среди них ученические микроскопы, которые позволяют проводить биологические эксперименты, именно исследования срезов, объектов. Также оснащен кабинет цифровым микроскопом с видеоокуляром, который позволяет сразу же транслировать изображение на экран. То есть дает возможность... Какой класс здесь? Пятый класс, да? Это вот, казалось бы, простой шар, на самом деле он имеет очень глубокий смысл. Здесь, как по маленький компьютер, наводя на каждую страну, можно получить актуальную информацию о том, кто проживает, как разговаривает. Также можно получить внутреннее ядро, значит, планета, Солнечная система. То есть, вот такая интерактивная работа, очень интересная. Здорово. Спасибо. Вот этот прибор для измерения среды, то есть можно определить кислотность, температуру, все для того, чтобы дети могли заниматься, в том числе на улице, и это были практические знания. Да. Универсально. До свидания. Спасибо. Хотели бы здесь немножко остановиться, рассказать про это. Вот он, да?
Назар Маратович, зам по строительству. Так, давайте. Ага. Да. Ну, это у нас общая концепция нашей билингвальной школы-интернат. Это вот в первую очередь, где мы сейчас с вами находимся. Мы вот это все сделали Вот уже, это да? все выполнено А вот это что у нас? Это актовый зал или спортзал, да? Столовая на первом этаже, второй уже спортзал. На сегодняшний день мы ведем проектирование второй очереди. В феврале месяце планируем его завершить и выйти уже марта месяцем на госэкспертизу. Здесь проектная мощность получается у нас 225 учебных мест и 62 спальных места. Вот. Также на сегодняшний день приступили к проектированию третьей очереди. Это у нас третья очередь теплый переход и спорт-ядро 12×24 из легковозводимых конструкций. Когда реализуем, это будет лучшая школа Северо-Запада Республики вот в этом комплексе. Дизайном подходили очень щепетильно, как бы до деталей все прорабатывали, кабинеты все, чтобы со смыслом был. Хотя я еще раз говорю, что все-таки в будущем вот полилингвальные школы, которые мы будем двигать, они должны стать, ну, на самом деле, уникальными школами и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения строительных там решений. И, ну, пока вот мы, тем не менее, если бы мы в будущее глядели себе и говорили, в 25-м начнем, в 26-м, тогда бы этого не было. Мы приняли решение, пока строим так. У нас уже сколько полилингвальных? Четвертое, да, получается. Ну, вот так вот будем двигаться, у нас планы есть. Еще раз говорю, что полилингвальные школы, по большому счету, они должны быть значительно даже круче материальная база. Но пока нет такой возможности, делаем вот это. Но это уже радует. Конечно. Так вот, что ж. Ступенек истории, русского языка и интересного момента, это библиотечный комплекс. Пока он маленький, у нас рассчитано, что во втором... Это... Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Рафил Фаритович. Рафил Рафилович, это наша библиотека. Все оснащено айпэдами, компьютерами, интерактивными досками, интернетом. Все, что можно. Плюс еще добавили туда много принтеров, печатные, чтобы можно были книги делать сами уже, клеевые машины и так далее. Все. Здесь у нас есть посадочный модуль, для того, чтобы ребенок сесть, почитать. Тоже интересно, там садишься, немножко уже пишешь. А библиотека как вот будет работать с утра и до вечера? Библиотека будет работать с утра до вечера. До вечера, да? Ну, чтобы после школы, после занятий ребята пришли позаниматься. позаниматься. У нас планируется очень много мероприятий. Можете, могу немножко рассказать. Видеоцентр, чтобы привлечь наших детей в интеллектуальную среду. Это, ну, батлы такие, скажем, на примере «Что, где, когда». Печа Куча – это новое направление. Школа спикеров, да, мы будем готовить детей для нее. Аудиокниги. У нас в городе есть литературные клубы, очень много писателей, поэтов, и мы будем изучать с детьми их творчество и записывать аудиокниги. Также много других планов. Библиотека хорошая. Думаю, все у нас получится. Спасибо. Поздравляем вас с новой школой. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы хозяйка здесь, да? Это у нас наш аутсорсер. Мы планируем здесь, Рафил Фаритович, сделать с раздачи, то есть с мармитов, чтобы дети сами получали питание. В тестовом режиме будем работать так пока. Ну, здесь количество школ-то небольшая по количеству, так что сможете, наверное, да? Да. Ну, некий формат шведского стола попробуем. Это 100 человек у нас будет. Вообще, вот я прошу обратить на это внимание. Ну, вы же знаете, вот мы детским питанием серьезно занимаемся. Вот я уже, вот в части моей работы я много времени уделяю, но до сих пор очень много жалоб. Очень много жалоб. Я по Нефтекамску не слышал, по Уфе очень много жалоб, по ряду районов. Все-таки, знаете, мне показали фотографии одной школы уфимской, уж не буду номер называть. Вот этот стол же есть, куда они несут. Вот после весь стол заставлен тарелками, и на тарелках ничего не съедено. Это значит, как говорят, голосуют ногами, не кушают. Надо, чтобы они кушали, конечно. А чтобы кушали, надо горячее подавать обязательно. Чтобы не холодное оно было. И качественно. Здесь форму одели, да, вот как мы договаривались. Да. Здравствуйте. Вот такая, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну так-то вот приятно детям сюда прийти, да? Аппетитно. Главное, я говорю, обеспечить качественное сейчас питание, чтобы они все-таки... Большие же деньги даем. Слушайте, по линии федерального бюджета, это вот решение президента, нам сколько, миллиард почти? 1,8 в этом году. 1,8 миллиарда идет.
И вот не обидно, вот это то, что идут деньги, они тяжело даются. И вот этот ребенок берет, не кушает и ставит. Понятно, дети разные, некоторые не едят. Но меня испугало, вот полный стол, да, и все заставлено. Это значит, вот я прям обратил. Поэтому за этим смотрите, пожалуйста. Спасибо большое. Поздравляю вас. До свидания. Спасибо. Кормите хорошо детей. Рафич, а можно вот вопрос еще раз по поводу холодной пищи? Это же самая большая жалоба, что холодная. А вот у вас какое решение? Еще раз. Тарелки горячие будут. То есть в это подогрев. Тут уже ребенок берет. Ну, понятно, здесь горячий будет. Будет полностью подогрев тарелки. Плюс еще тарелка будет теплая, не холодная, ледяная. Она хоть немножко там. До свидания. Ведь большинство жалоб действительно, Радик Фрич, на то, что холодная. Холодная, да. Но эти жалобы не от этого идут, не от того, что нас нету. Школы большие, переполненные, и дети не успевают Столы накрывать, и поэтому. Плавающие перемены, как вариант. Поздравляю вас с новой школой. Спасибо, удачи. Радик Фрич, а почему с татарским уклоном? А потому что вот эта часть, здесь проживает довольно много татар, именно, скажем так, татароязычного населения, поэтому, естественно, справедливо, что мы здесь для тех ребят, которые хотят глубоко изучать татарский язык, мы здесь и приняли решение. У нас республика многонациональная, и мы создаем условия. Мы еще подумаем, вот, знаете, вот, дай бог развиваться будем, у нас еще есть компактно проживают чуваши, марийцы проживают. Мы посмотрим, как и туда двигаться идти. Поэтому вот мы создали, это 4-я полилингвальная школа. Первые 3 там изучение углубленное, соответственно, башкирского языка, здесь татарского, башкирского. Ну и понятно, полилингвальная школа, она чем отличается? Углубленное изучение иностранных языков. Вот здесь вот английский договорились и немецкий. Ну и могут добавить еще что-то. Я думаю, что сейчас глава Мишкинского, Ермекеевского района или Бирского... Пусть подпрыгивает, да? Да. Радик Фрич, а вот еще, когда мы были в прошлый раз здесь и смотрели на эти стены, слабо верилось, что такое возможно. Вы еще задали вопрос, а не проще ли снести? Да, мы думали. Но вот слава богу, что и стены, и фундамент хороший. Конечно, вот еще раз говорю, что полилингвальная школа должна строиться в будущем, когда мы заработаем больше, когда будет возможности больше. Строить совсем по другим архитектурным стандартам, строительным стандартам. Это должны быть суперсовременные школы, условно говоря, там 22 века, если хотите, да. Поэтому это, но мы также не можем ждать, а нам хочется уже детям давать вот это образование. Какие дети недостойные. Поэтому вот так пока. Хотя, еще раз подчеркиваю, это не потолок. Спасибо.